Сколько раз здесь? Респект. Обсирающуюся женщину с рубцами от прыщей. Идеального ужина у меня пока что не было. Тем более мы ребенка планируем. Собираюсь зайти в Юна, покушать супчика. Все, я пришел, я уже все понимаю. Видите, написано второй этаж. Потом работает с 12 до 22. Принесли чай. А кнопочка официанта, она замаскирована вот здесь. Сюда нажимаешь вот на эту выпуклость, короче. Такой вот интерьерчик красивый. Сейчас попробуем заказать. Я хочу суп юкиджан. При первой встрече с корейской кухней легко впасть в панику. Что выбрать, когда меню пестрит обилием различных блюд, основанных на мариновании продуктов? Ко всем горячим блюдам по традиции приносят панчан. Много небольших тарелок с закусками. В Улан-Баторе порции далеко не маленькие, точно такие же, как в топовых ресторанах Сеула или Пусан-Сити. Около половины посетителей – корейцы. Это, несомненно, является своеобразным знаком качества. Короче, мне принесли какое-то волшебство. Ну, тут, понятное дело, рис даже открывать не буду, но тут, смотрите, так много салатиков. Это по-любому кимчи. Так, это я распознал. Ага. Вот это битые огурцы. Так, это тоже что-то знакомое я кушал. Ну, это капуста морская. И это называется юкиджан. Вообще огонь. Огонь пища. Сейчас буду такой кайф ловить. Вы не представляете. Я прямо кайфую. Еще мне принесли вот такую штучку. Называется муни. Это йогурт. Еще трубочка. Я буду пить и просто кайфовать. Все, я понес, короче, телефон на зарядку. Всем приятного аппетита. Ребята, я кушал примерно 2 часа. Так много еды и такая вкусная. Сейчас я тоже ее употреблю в пищу. Так много мяса положили, я даже мясо все не съел. И даже рис чуть-чуть покушал. Ну-ка, сейчас давайте попробуем. Сейчас проткнем. Опа. Ой. Ладно. Все, ну-ка, сейчас пробую на камеру. Блин, не знаю, как описать. Как будто кумыс сладкий. Как будто кумыс с добавлением малины. Такой бывает? В кумыс добавляют малину? Такой родной вкус. Как будто быр-пах с клубникой или малиной, с какой-то ягодой благородной. Идеального ужина у меня пока что не было. Вот это крутая штука. Еще разные вкусы, оказывается, есть. Ну и вот, пожалуйста, вход. Еще обязательно приду сюда. О, вот это я покушал. Вот это я понимаю. Это было очень классно. У меня так поднялось настроение. Я до этого пытался оформить карту в каком-нибудь монгольском банке, но мне везде отказали. И я такой приуныл немножечко, но начал кушать этот юкиджан. И все. Там такие салатики. Вообще бомбезно. Просто идеальное место Юна. И знаете, мне кажется, что еда там, ну еда здесь вкуснее, чем в Корее. Потому что в Монголии ведь самое вкусное мясо. Представляете, вот эти, как называется-то, ну, не говядина, а коровки. Коровки степную траву кушают. И тут готовят, короче, из этих коровок. И такой наваристый бульон у юкидяна. Как правильно, юкидян, юкиджан. Я такого вкусного нигде никогда не пробовал. Даже в Сеуле, даже в Пусане. Представляете? Там такие прямо виды супов я увидел в меню, которых я даже, ну, никогда не пробовал. Я только слышал о них. Там какой-то есть похмельный суп, очень острый. Тоже хочется его попробовать. Кислый, какой-то кислый суп. Фух, это жесть, это круто. Вот это кайф, наконец-то расслабон. Я так скучал по Улан-Батору. Ну и, конечно, как же без минусов, да? Там все идеально просто, да? Но вот когда заходишь в санитарный узел, иначе туалет, там такое маленькое помещение, метр на метр. Ну, не знаю, 1,5 метра на 1,5 метра. И разделено оно просто какой-то тоненькой фанерой. И как бы там слева женская кабинка, справа мужская кабинка. И я зашел туда,
И там как раз занято было. Видно каблуки. Сидит девушка, напрягается, тужится, выдавливает личинку. И такая тишина. И я такой сижу, все это слышу, стою, все это слышу. И как-то неуютно. Хотя бы музыку бы включили, не знаю, чтобы музыка играла там или что-то, не знаю, как-то непривычно, что ли. И там, знаете, наверху все прямо так заглушено, ничего не видно, да? А снизу там такое вот расстояние примерно такое. Знаешь, как девочки в ресторане между собой общаются и показывают. И кафель зеркальный. И на кафель еще набрызгана вода. И я вот когда посмотрел, мне показалось, я в отражении увидел лицо этой девушки. И мне так как-то неуютно стало. И я поскорее закончил свои дела и пошел домой. Мне этот объединенный туалет до сих пор не дает покоя. Но сделайте вы раздельно для мужчин и для женщин в разных комнатах. И вам самим комфортнее будет. В чем проблема-то? Там все так красиво у вас. Дизайн суперский. Обращаюсь к организаторам данной франшизы. Я еще в других местах не был. Возможно, только в одном месте так. Но если я в следующий раз приду в другое заведение, и там будет такой же санитарный узел, ну я просто расстроюсь и все. Но все равно туда ходить буду. Я посмотрел свои старые видосы, которые снял до этого. И iPhone, оказывается, очень хорошо снимает, что видно все погрешности. Я был раньше жестко прыщавый, у меня было очень много прыщей, потому что я был злой. Сейчас я стал добрым, прыщи прошли, но рубцы остались. И iPhone это очень хорошо подчеркивает, поэтому я специальное приложение скачал и буду с ним ходить. Сейчас иду как раз в корейский кей-поперский ресторан Юна или Уна, как правильно, я не знаю, и буду кушать там похмельный суп. Говорят, он очень вкусный и такой кисленький. Заюзаем. Все, ребята, я на месте. Буду сейчас кушать. Очень вкусный и полезный суп. Мне уже принесли салатики. Но они точно такие же, как в прошлый раз. Опа. Здесь, по-любому есть. Да, я был прав. Принесли супчик. Аж слышно, как он кипит. Ну-ка, послушайте, микрофон поднесу. Блин, наказание. В прошлом видосе звук не записался. А я так хорошо высказался об этом ресторане. Девочка меня записала, я из этого чек подарил. Они эти чеки сканируют, и потом им какие-то бонусы приходят. Ну и хорошо, что тот видос не записался, потому что там я забыл включить фильтр. Так бы все увидели меня с рубцами от прыщей страшного, стареющего скуфа кокраша. А так я молодой, красивый сейчас иду, все вообще четненько. Кстати, касаемо санитарного узла. Я специально туда зашел, хоть и не хотел проверить, как там. Так же, как в предыдущей Юне, где вот комнатка 2 метра на 2 метра и тоненькая перегородочка. Нет, там все цивильно. Там все есть отдельно женский отдел, отдельно мужской. Я захожу, и еще мужские отделы поделены. Там все вообще все четненько. Тот, который на окраине Юна, там еще, видимо, не запустили нормальный туалет. Надеюсь, они это исправят. И неловких ситуаций не будет. А то реально я, когда, короче, справлял нужду, посмотрел на кафель, который немножко отражал. И там еще вода была пролита, и я как будто в отражении увидел обсирающуюся женщину. Это такая кринжуха. А каково было женщине, когда она тоже такая посмотрела на пол отражающийся и увидела, что я смотрю на нее. Кокраш сейчас будет заниматься на турничке. Нужно весь этот жирок переработать в мышцы. Давно не подтягивалась. Ну-ка, смогу ли я или не смогу? Интересно. Ну-ка, раз. Вау, хорошо получается. Ну-ка, 2. Угу. 3. Потом сколько? 4. Так, девушка смотрит на меня, нужно стараться. 5. Показать, что я сильный. 6. Потом 7. 8. 9. 10. Фух, я думаю, достаточно для первого раза. Ну так-то на самом деле я могу запросто 15 сделать. Даже 20.
Ова! Бэнг-бэнг, зацените мои кроссовки новые. Кокраш здесь. Респект. Такой скромный обед-ужин обошелся мне в 840 рублей. С водкой соджу или пивасиком кас вышло бы дороже. Но я что-то последнее время алкоголь вообще не люблю. Тем более мы ребенка планируем. Да шучу, какого ребенка и вообще кто мы? Я тут в одного тусуюсь. Просто я сам не хочу пить, не знаю. Я 2 раза тут выпил, и у меня тяжеленное похмелье. Хотя выпил я всего лишь сначала литр пива, а через пару дней 1,5 литра пива. И оба дня у меня были тяжеленные похмелья. И вообще в Якутске у меня тяжелые похмелья. И я так страдаю. Я понимаю, что сначала весело, сначала хорошо. Ух, веселимся, пати. Но на утро просыпаешься и хочется суициднуться. Ну, лично мне. У меня какая-то депрессия сразу начинается. Как-то плохо, одиноко, стрёмно. Мне не нравится похмелье. И вот только из-за похмелья мне неохота, проливаться. Тут с братишками надо встретиться. И придется проливаться. Ну, я и сам хочу попробовать там некоторое корейское пивко надо попробовать. И монгольское. Ну, 2 вида монгольского пива надо попробовать. Заведение называется Гук Бабжип. И располагается оно. Ну вот написано Нарантул. Потом что еще? Похмелочного супа не оказалось. И я заказал поэтому кимчи жигэ. Тоже остренький, говорят, нормальный. Пробую кимчи жигэ из морепродуктов. Попробуем кимчи. Ну-ка, достаточно ли замаринованное? Кимчи огонь, как в Корее. Настоящая. Угу. Битые огурцы супер. Потом яблоки с майонезом или со сметаной. Я их не очень понимаю пока что. Оставлю на десерт. Приступаем к пробованию кимчи тигэ. Кимчи жигэ. Такой бульончик наваристый. Люди сейчас смотрят на меня и думают, что я сам с собой разговариваю. Ой, остренько. Ой, как хорошо. Как здорово. Очень вкусно. И остренько. И для этого нужен рис. Нужно рисом заесть. Я очень счастлив. Я проживаю очень хорошую, качественную и счастливую жизнь. Покушал я очень вкусный кимчи жигэ. Кимчи жигэ с морепродуктами. И это идеальный вариант для меня, потому что кимчи жигэ с мясом слишком тяжелая пища. Лично для моего желудка. А вот кимчи жигэ с морепродуктами в самый раз. Я ел пио Хэджангук в Сеул Калпи, номер 2 Кореан ресторан. Где-то вот тут располагается, в этой местности, возле рынка Алджин Бомбогор. Короче, я нашел тот самый Хэджангук, похмельный суп, но он называется Бэджангук, по-моему. Пробую угадать салатики, но это понятно, кимчи. Это тофу, скорее всего, это не знаю, это похоже на редиску, морская капуста и пророщенные соевые бобы. Чаек, кстати, чуть-чуть остывший, ну, наоборот, хорошо, я не люблю горячее. Вот, в общем, тот самый суп. Прикольный, вкусный суп. Там положили 3 здоровенные
кости и на них мясо. Я прямо мясо кушал с кости. И для меня это показалось очень много. Я только 2 такие штуки съел. Ну, потому что я не так много кушаю мяса. Вот. Но было очень вкусно.